Давно не виделись. Давно не виделись. Отдавна не сме се виждали. Как прошли группы мудрости? Как мина группата на мъдростта? Маринелла говорит, вы очень интересовались, как же происходит это растворение элементов во время смерти. И Маринела казва, че вие много се интересувате как протича това разтваряне на елементите по време на смъртта. Так кто, кстати, этот вопрос задал про элементы? Кой зададе този въпрос за елементите? Два человека задал. Двама души. Знаешь, Драга, что я подумал? Знаешь ли, Драга, какво аз помислих? Я подумал, здорово бы на болгарском делать курсы в ISI по Леди Нигуме. Аз помислих, че ще бъде много яко, ако на български правим курсове по YSI. Да, потому что как раз на курсе Леди Нигуме, там Леди Нигума об этом подробнее про растворение элементов. Защото за разпада на елементите става въпрос много подробно в курсовете на Леди Нигума. Так что рекламирую Леди Нигуму на болгарском в будущем. Така че рекламирам бъдещите курсове на български на Леди Нигума. Да, давай, Макс, делаем. Мне нравится. И на русском тоже будет в этом году. На тази година ще бъде и на руски. Итак, у нас сегодня завершающий урок, 10-й. И така, ние днес минаваме към 10-ти урок, който е завършващ. Мы уже с Ирой начинаем скучать по Пловдиву. И ние с Ира започваме да скучаем. Спасибо за гостеприимство вам. Благодаря ви за гостоприемството. И у нас сегодня много вопросов домашнего задания, но не все короткие очень. Ние имаме много въпроси днес от домашната, но те всички са кратки. Поэтому начнем с первого вопроса. Опишите разницу между буддистами меньших, средних, больших способностей. Затова започваме с първия въпрос. Опишете разликата между буддистите с висши, средни и нисши възможности. Это наш урок. 10-й. Да, этот. Да, мы сегодня поговорим про студентов разных способностей. И ние ще говорим днес за студентите с различни способности. Про то, все ли является страданиями или все, кроме... Как называется эти... Кроме ACI? Нет, это выпечка. Кроме баничек. Все кроме баничек. Това всичко ли се явява страдание или всичко без с изключение на баничка? 3 вида нравственности. За трите вида нравственост. Про шамату и про випашяну. За шамата и випашяна. Да, и вот где мы находимся в Ламриме. И ето къде ние се намираме в Ламрим. Шаги, разделяемые с практикующими каких способностей? Средних. Стъпките, които ние споделяме с практикуващите с средни способности. Да, и первый вопрос домашнего задания. И първият въпрос от домашната е: опишите вот эту разницу между буддистами меньших, средних и высших способностей. Да опишете тази разлика между буддистите с по-нисши, с средни или с висши възможности. Поскольку мы это уже проходили. И доколкото ние говорихме вече за това, я попрошу помощь зала. Аз ще поискам помощ от залата. Можно микрофон по поднятой руке? Моля, вот дайте микрофон на този, който си вдигне ръката. Можно микрофон сразу? Сейчас микрофон. Буддисти с малки възможности са тези, които не се страхуват от страдания, но се страхуват от смъртта. Буддисты меньших возможностей — это те, кто не боится страданием, но боится смертью. Они боятся оказаться в плохом месте. Да, в плохом месте после смерти. Те се страхуват да се окажат в лошо място след смъртта. Да. Тези са средни възможности. Эти са средними способностями. Те са мотивирани да излезат от сансара. Их мотивирует возможность выйти из сансары. От следващия живот, нали, ако успеят да направят това. Да, не хотят вообще никаких перерождений. Да.
И не боятся от следующих времен, если они выйдут из сансары. Они не хотят вообще тези следующей висши жизни. способности правят и двете неща, които правят тези са средни, но ги посвещават за благото на всички живи същества. Те искат всички хора да бъдат като тях. Эти, у которых высшие способности, они делают то же самое, хотят то же самое, что хотят и эти, у которых низшие и средние способности, но они посвящают своих достижений тому, чтобы они сами вышли и достигли счастья, и все остальные люди вышли и достигли Верно. счастья. Достигли просветления они сами и все живые существа. Правильно. Браво. Браво. Отлично, это и есть первый вопрос. Това всъщност е първият въпрос от домашната. Второй вопрос какой у нас? И какъв е втория въпрос? Может быть, нам расскажет Ирина? Може би Ирина ще ни разкаже за това. Спасибо, Макс. Благодаря на Макс. Ирине бы подкрутить микрофон. Микрофон бы подкрутить Ирине. Ирине микрофон подкрутить. Спасибо. Спасибо. Мне нравится с микрофоном работать. Можно не кричать. Хубаво да работим с микрофони, може да не викаме. Мне нравятся эти семена. Не знаю, какие я семена посеяла, чтобы существовали микрофоны. На мен ми харесват тези семена. Аз не знам какви семена съм посеяла, за да съществуват микрофони. Да, с микрофоном определенно лучше. Но определено е по-добре с микрофони. Хорошо, мы переходим на шаги практикующих. И ние минаваме на стъпките, които практикуват. Точнее, шаги общие с теми, кто обладает средними способностями. Или по-точно стъпките, които са споделени с тези, които имат средни способности. Пункт 2.2.2. Точка 2.2.2. Я вспомнила, что у этого пункта есть подпункты, но я там уже не ставила вот это 2.2.2.2, потому что мне уже как-то неловко столько чисел было ставить. И аз си спомних, че в този пункт също има подпунктове, обаче аз вече не слагах тия 2.2.2.2, защото ми стана някакси неловко да ви сложа още подпунктове. Здесь принцип похожий на то, что было с студентами, у которых низшая мотивация. И тук принципно е подобно на това, което беше с студентите, които имат по-ниша мотивация. Тоже два подпункта. Също има два подпункта. Один из них как развить желание. Първия е как да развиете желание. И в данном случае как развить желание прекратить вот эти все страдания. И в този случай това е как да развиете желание да прекратите всички тези страдания. И второе, это после того, как вы развили это желание, вы уже это хотите. И второ, когато вие вече сте развили това желание, вие вече искате това. Хотите избавиться от всех страданий насовсем, навсегда. Искате да се избавите от всички страдания за винаги. Что, собственно, вам делать? Какво да правите всъщност? Какие шаги предпринять, чтобы это произошло? Какви стъпки да предприемете, за да достигнете това? Здесь это звучит так. Как обрести путь к свободе? И тук това звучи последният начин. Как да получа, да достигна път към свободата? И вопрос домашки. И въпрос до домашната. Как вы думаете? Как мислите? Все ли события в нашей жизни являются страданием? Всички ли събития в нашия живот всъщност са страдание? Кто думает, что не все? Кой мисли, че не всички? Наверное, те, кто очень вкусно обедали. Значи, това са тия, които вкусничко са си хапнали на обяд. Но мы с Максом очень вкусно пообедали. Обаче ние с Макс не ядахме вкусно. Мне сложно сказать, что я очень страдала на обеде, когда мы ели эту всю чудесную вкусную еду. И аз, за мен е много трудно да кажа, че много съм страдала на обяд, когато ядахме тази вкусна, чудесна храна. Сейчас мы здесь проводим ACI 3, урок 10. И сега ние сме тук и имаме ACI 3, урок 10.
По моим воодушевленным глазам видно, как сильно я страдаю тут. По моите вдъхновени очи се вижда как силно аз тук страдам. Не могу просто уже дождаться И конца. не мога вече да изчакам края на това. Кто думает, что все есть страдание? Кой мисли, че всичко е страдание? Кто хочет обосновать, почему? И кой иска да се мотивира, защо? Да се аргументира? Потому что так или иначе у него есть конец. Оно заканчивается. Вам что, Драга все ответы домашек сбросила заранее? Вие какво, драга, ви даде всички отговори на домашните предварително? Какие-то подозрительные ребята. Някакви подозрителни сте тук, хора. Весь сегодняшний урок все время дают правильные ответы. През цялото време на днешния урок, вие през цялото време давате правилни отговори. Верно, все есть в нашей жизни страдания. Правилно. В нашия живот всичко е страдание. Именно потому, что все заканчивается, имеет свойство закончиться. Именно за това, че всичко има такова качество, че то свършва. В том числе хорошие вещи. И в това число и хубавите неща. Вкусный обед. Хубавия обяд. ACI-3 в Пловдиве. ACI-3 в Пловдив. Здоровье наше. Нашето здраве. Наша красота. Нашата красота. Деньги. Парите ни. Наши любимые люди. Нашите любими хора. И наша жизнь, в конце концов. И нашия живот в края на краищата. Это неизбежно обязано закончиться. И това без съмнение неизбежно е длъжно да свърши. И даже если это не закончится в каком-то этапе нашей жизни, например, сегодня или в конце этого месяца. И даже ако това не свърши в някакъв етап или не е свършило в някакъв етап в нашия живот, например днес или в края на месеца, так или иначе, это точно закончится в конце нашей жизни. Така или иначе това точно ще свърши в края на нашия живот. Потому что мы рождаемся голыми и уходим точно так же голыми. Защото ние се раждаме голи и също така голи си отиваме. Как бы мы не хотели что-нибудь прихватить с собой, чемоданчик денег или что там еще обычно хотят люди с собой забрать. Колкото и да ни се иска да вземем със себе си едно куфърче с пари или какви там неща искат хората да вземат със себе си. Невозможно. Мы уйдем без этого. Не е възможно, ние ще си тръгнем без това. И более того, мы потеряем самое ценное, что у нас есть. И още повече, ние ще изгубим най-ценното, което имаме. Мы потеряем наше тело. Ние ще изгубим нашето тяло. И мы потеряем наш ум. И ще изгубим нашия ум. И в ACI 7 мы будем проходить замечательный кусочек материала. И в ACI 7 ние ще минем един прекрасен къс материала. Про 3 типа страдания. За 3 типа страдания. А можем переключить на следующий слайд? И мне кажется, Максим, у нас разрядился пульт, он мигает. Угу. 3 типа страдания у нас должно появиться на слайде. Все, семена закончились слайдов. Свършиха семената на слайдовете. 3 типа страдания. И така 3 типа страдания. Первое страдание. Първото е страдание, което е това... Страдание. Страдание, то поради, ама къде... Добре. Страдание поради самото страдание. Да, это то, что очевидно мы, как правило, называем страданием. Това очевидно страдание, което ние като правило наричаме страдание. Например, заболела нога. Например, боли ни крака. Очень проголодался, кушать хочу. Много изгладнях и искам да ям. Что-то там болит еще. Нещо ме боли и аз страдам. То есть какая-то физическая боль. Това е физическа болка. И сюда же, в этот же пункт, относится любая ментальная боль.
И тук също в тази точка вие можете да прибавите и всяка душевна болка, ментална болка. Ну, не знаю, что там может быть. А, Муж накричал на меня. Муж накричал на меня. Это не Засранец такой. Да. Это не наши. Мъжа ми ме навика. Това не са нашите мъже. Или что еще? Ну, приведите И какво какой-нибудь още? пример. Что вас задевало в последнее время? Давайте какво можете да дадете като пример, какво ви засегна в последно време. Долго занятия идут. Сколько можно сидеть тут уже? Долго занятия идут. Сколько можно? Ох, какви дълги занятия. Колко може да висим вече тук? Проектор не работает. Проектора не работи. И так далее. То есть это вот все, что приходит вам в голову первым про страдание, это страдание. Очевидное страдание. Всичко, което ви идва в ума, когато вие страдате, това е страдание поради самото страдание. Второе, страдание перемен. Второто страдание поради изменения. То, о чем Дани говорила. Това, за което Дани говореше. Что все самое хорошее че всичко най-добро все равно заканчивается. все едно свършва. Тортик вкусный быстро на обеде закончился. Вкусната тортичка набързо свърши, когато обядвахме. И так далее. Можно очень долго продолжать этот список, что может закончиться. Я, в принципе, с этого начала. И дълго можем да продължаваме този списък, кое може да завърши. И принципно аз започнах урока с това. То есть в этом смысле даже хорошие вещи заканчиваются, поэтому это тоже является страданием. В този смисъл даже хубавите неща свършват. Затова това също представлява страдание. И третий тип страдания. И третият тип страдание. Это всепроникающее страдание. Това е всепроникващо страдание. Это о том, что все мы болеем, стареем и в конечном счете умираем. И това се отнася за факта, че ние всички стареем, боледуваме и в крайна сметка умираме. И вот этот человек средних способностей, и този човек със средни способности, человек, у которого средний уровень мотивации, този, който има средно ниво на мотивация, он понимает, что есть такие типы страдания. Той разбира, че има такива типове страдания. И что вообще-то даже хорошие вещи в нашей жизни это страдания. И че принципно даже хубавите неща, случват в живота ни, също представляват страдание. То есть, что все есть страдания. Че всичко се явява страдание. Он это понимает. Той разбира това. И он хочет прекратить эти все страдания насовсем, навсегда. И той иска да прекрати всичките тия страдания. Завинаги. Мне нравится фраза «выйти из сансары». На мен ми харесва този израз. Да излезе от сансара. Закрыть дверь с другой стороны. Да затвори вратата отвън. И поскольку у него есть это желание, и доколкото той притежава това желание, так иначе это приводит нас к теме нравственности. Така или иначе това ни довежда до темата за нравствеността. И Максим сейчас нам расскажет. И сега Максим ще ни разкаже о за упоминании здесь учений нравственности. За споменатото тук учение за нравствеността. Спасибо. Благодаря на Ира. Благодаря, Ира. Благодаря на Ира. Так, мы с вами продвигаемся очень быстро по этому уроку, с чем я вас поздравляю. Поздравявам ви с това, че ние се движим много бързо по този урок. Кто знает, вдруг у нас останется время на ответы на вопросы. Кой не знае, може да ни остане време за отговори на въпроси. Вот как звучит вопрос. И ето как звучи този въпрос. Это вопрос номер 4. Това е въпрос номер 4. Из 3 учений, от трите учения, почему только учение о нравственности упоминается на данном этапе? Защо точно само учението за нравствеността се споменава на този етап? Вот какой ответ. И ето отговора. Дело в том, что нравственность является основой для 2 других тренировок.
Работата там, чрез нравствеността, представлява основа за другите две тренировки. Концентрация и мудрость. Концентрацията и мъдростта. Соответственно, И если съответно, мы хотим хорошую медитацию, хорошую концентрацию, ако ние искаме хубава медитация, хубава концентрация, нам нужен нравственный образ жизни. Иначе у нас не будет семян для медитации. на нас ни трябва нравствен образ на живот. Иначе ние не бихме имали семена за медитация. Будем садиться в медитацию. Ние ще сядаме в медитация. Банечка. Банечка. Поэтому считается, что нравственность является основой двух других тренировок. Затова се счита, че нравствеността се явява основа на другите две тренировки. Следующий вопрос. И следващия Номер въпрос. 5. Номер 5. Какова роль сосредоточения и бдительности на данном этапе и на что они направлены? Каква е ролята на съсредоточеността и бдителността на този етап и към какво те са насочени? И сосредоточение — это способность наша удерживать на чем-то ум, И съсредоточаването, това е нашата способност да удържаме ума на някакъв обект. а бдительность — это вот тот шешен, помните, сигнализация. А бдителност, това е онзи шешен. Помните ли го? Сигнализацията. Да, и они направлены на нравственность. И те са насочени към нравствеността. Дренпа и шешен. Дренпа и шешен. Те друзья, которые мы изучали ранее. Тези наши приятели, които ние по-рано изучавахме. Да, потому что мы можем сфокусироваться на добродетельном поступке, Защото ние може да се фокусираме на добродетелна постъпка. например, на том, чтобы приготовить ужин своей семье. Например, на това да приготвите вечерята за своето семейство. И когда муж нам кричит: «Ты глупая!», И когато мъжа ни вика по нас: ти си глупава, у нас срабатывает шешен, на нас ни почва да ни пилка шешена. нет, наверное, из меня он все-таки происходит. Не, сигурно от мен все пак проистича. Да, и мы не отвечаем в ответ. И ние не отговаряме като отговор на Это неговото роль крещене. сосредоточения и бдительности. Това е ролята на съсредоточаването и на бдителността. Вопрос номер 6, Ирина. И въпроса номер 6. Ирина. Мы сегодня движемся очень быстро. Меня это Нет. радует. Спасибо, Макс. Ние днес се движим много бързо, това ме радва. Благодаря, Макс. Остались студенты. Каких способностей? И какви останаха студенти? С какви способности? Висшими. Мне нравится. Супер высшее. Ну, правда, высшее. Куда уж выше. И да, с възможно най-високите и къде повече може въобще да искаме висота. Угадайте, на какие два подпункта делится. Этот делится шаг Ламрима. И познайте на какви два подпункта се разделя тази стъпка в Ламрим. Такой же принцип, как и раньше. Как развить желание По същия начин, както и преди. Как да развиете желание и что делать после того, как развил желание. и какво да правите, след като сте развили желание. Общий принцип такой. Общия принцип е това. Если цитировать детальнее, Ако по-детайлно трябва да цитираме, тогда это пункт 2.2.3.1. това е пункт 2.2.3.1. Как думать, подобно бодхисаттве. Как да мислим като бодхисаттва. И следующий, который 2.2.3.2. И следващия, който е 2.2.3.2. Как действовать подобно бодхисаттве. Как да действаме като бодхисаттва. И давайте немножко об этом поговорим. И нека да поговорим малко за това. Студенты больших способностей, у них такая big dream. При студентите с висши способности те имат big dream, голяма мечта. Реально большая цель, да. Имат реално голяма цел. Они хотят, чтобы не только им было классно, Те искат не само на тях да им е супер, но и всем остальным. и на всички останали да им е супер. Я думаю, что, быть может, кто-то может подумать, ну нет, мне до этого уровня далеко. И може би някой ще си помисли, на мен ми е далече до това ниво.
Тут я как бы и сам не знаю, могу я этого просветления достичь или не могу. Аз даже за себе си не знаю, мога ли да достигна това просветление, не мога ли. А тут еще для других об этом думать. А въобще как пък и да мисля за другите? Но я думаю, что вы, каждый из вас может найти в своей жизни примеры, когда мы все равно думаем о других. Но аз мисля, че всеки от вас може да намери в своя живот примери, когато ние мислим и за другите. Когда у нас много вкусных конфет, Когато ние имаме много вкусни бомбони, сделанных дома своими руками, мы хотим осчастливить всех вокруг, мы хотим угостить всех вокруг этими вкусными конфетами. ние искаме да ощастливим всички наоколо, ние искаме да почерпим всички наоколо. Когда у нас много чего-то хорошего, чего-то классного, мы хотим этим делиться. Когато имаме нещо хубаво, ние искаме да споделим. Поэтому, так или иначе, у нас всех есть вот эти какие-то такие начальные семена заботы о других. Угу. Смена переводчика, спасибо, Драга. Так или иначе, мы хотим делиться с другими. Така или иначе, ние искаме да споделим с другите. У нас есть эти чудесные семена. Ние имаме тези чудесни семена. Вон, Драга сейчас закашляла немножко. Драга се закашля. Но сегодня она нам принесла чудесные капли для горла утром. Сутринта тя донесе чудесни капки за гърло. Я видела, что она также и другим раздавала эти капли. Тя дори на другите раздаваше от тези Так что капки. я не переживаю, что у Драги там что-то с горлом будет. Затова не се притеснявам, че при Драга ще има някакъв проблем с гърлото. Семена посажены. Семената са посяти. Точно так же и тут. Даже если вы думаете, что вот это просветление и ради блага всех живых существ, это какая-то слишком высокая, далекая, большая и неподъемная цель, Дори да мислите, че това да достигнете просветление е някаква далечна и недостижима цел, посмотрите в своей жизни, что вы уже делаете много вещей, которые предполагают заботу о тех, кто вокруг вас также. Погледнете в своя живот, вие правите толкова много неща, които са насочени към другите. И вот эти студенты высшей мотивации, И говорейки за хората с висша мотивация, они хотят, чтобы классно было всем. те искат на всички да бъде добре. Никаких больше страданий ни для кого вообще. Никакви страдания за никого повече. И спасибо нашему обновленному переводчику. Спасибо за паузу. Переводчики эманируют один за другим. Преводачите еманират един до друг. Маринелла да тут уже подходит, наверное, не видно, но она тут крадется за колонной уже. Тук се приближава Маринела, може би не я виждате, но вече стигнала до колоната. Так вот, делая эту историю все-таки более краткой, И за да направя тази история по-кратка, действительно помочь всем вокруг действително да помогнете на всички наоколо, мы можем единственным способом. ние можем по един единствен способ. Тем, что мы сами становимся совершенными. Така, по този начин, че ние самите ставаме съвършени. Чтобы на самом деле помочь всем живым существам, За да помогнем всъщност на всички живи същества, нам нужно получить эту способность помогать всем живым существам. ние трябва да получим тази способност да помагаме на всички живи същества. В этом человеческом теле В това човешко тяло мы можем делать много хороших дел. ние можем да правим много хубави неща. Мы можем отдать, продать, не знаю, все наши дома, квартиры, машины, все. Ние може да продадем всички наши неща. Домове, автомобили, всичко, което имаме. Продать, купить на эти все деньги много еды, Можем да купим за всичките тия пари много ядене, но это все еще не
покончит с голодом полностью. Но това няма да унищожи напълно глада, Например, например. если мы хотим действительно на самом деле помочь всем живым существам, Ако ние наистина искаме да помогнем на всички живи същества, нам нужно изменить себя. ние трябва да изменим себе си. И поэтому мы сначала развиваем желание стать таким совершенным существом, Затова ние в началото развиваме желание да станем такова съвършено същество. и затем мы начинаем действовать как этот человек. И след това ние започваме да действаме като такъв човек. И кодовое название такого человека — это Бодхисаттва. И кодовата дума за такъв човек е Бодхисаттва. Он желает стать совершенным Той иска да стане съвършен, для того, чтобы помочь всем остальным. за да може да помогне на всички останали. Поэтому здесь эти пункты называются как мыслить, подобно Бодхисаттве, Затова тук тези точки се наричат как да мислим като Бодхисаттва и как действовать подобно Бодхисаттве. и как да действаме като Бодхисаттва. И помните, на ACI 1 мы с вами говорили о таких двух частях. И ако помните, на ICA-1 ние с вас говорихме за две части, О двух причинах, как стать вот этим совершенным существом. за две причини как да станете именно такова съвършено същество. Может быть, есть какие-то версии? Може би имате някакви версии. Ну хорошо, не буду вас долго томить в ожиданиях. Добре, няма да ви оставам дълго да се мъчите. Там метод и мудрость. Метод и мъдрост. Тап и шарап. Тап и шарап. Так вот эти, как мыслить подобно Бодхисаттве и как действовать подобно Бодхисаттве, И ето това как да мислите като Бодхисаттва и как да действате като Бодхисаттва, они относятся к методу. те се отнасят към метода. Другими словами, С други думи, перевожу сама себя. превеждам самата себе си. Хотите стать совершенными? Вот часть из двух причин стать совершенным. Искате да станете съвършени, ето ви. Част от двете причини да станете съвършени. И вот эта часть, как действовать подобно Бодхисаттве, И тази част, как да действате като Бодхисаттва, она тоже состоит из двух частей. тя също се състои от две части. Ага. И эти части, собственно, действия Бодхисаттвы, которые открыты, Това са действията на Бодхисаттва, които са видими, открити, и действия Бодхисаттвы, которые закрыты. и действията на Бодхисаттва, които са секретни. Мне Закрити кажется, в смисъл секретни. на слайде у нас что-то упустилось, но в любом случае у вас будет презентация. Открытые. Пункт 2, 2, 3, 2, 1. И така, откритите са точка 22321 Это звучит как пароль какой-то. и звучи като парола. Да, которые открыты, они делятся на два подпункта. Тут на слайде есть один из них. И те се делят на два подпункта. На слайда виждате един от тях. Это 6 основных совершенств. Това са 6 основни съвършенства. И вот тут должно быть дописано 2 совершенства. И там под 6 основни съвършенства трябва да бъде написано две съвършенства. И не просто 2 совершенства, а 2 последние совершенства. И не е просто две съвършенства, а двете последни съвършенства. Кто слышал про 6 совершенств? Кой е чувал за 6 съвършенства? Кто может рассказать о этих совершенствах? Кой може да разкаже за тия съвършенства? Максим, тебе левые не нужны уже. Максим, на тебе не ти трябват левове. Кто хочет про совершенства рассказать, желательно в том порядке, в котором они идут. Я буду подсказывать, не бойтесь. Кой иска да разкаже за съвършенствата и желателно е да бъде в този ред, в който те са написани. А ну-ка, давай дадим Дане микрофон. Ой. Първото съвършенство е на деянието. Съвършенство даянието. Супер. О чем это кратко? Не, давай микрофон.
Ако искаш да кажеш кратко, за какво се отнася това? За $15? Щедрост. Я еще не обявляла. Я надеюсь на большего. Отнася се за щедрост. Да бъдем Это щедри. относится к щедрости. Щедрость. Хорошо. Следующее совершенство. Следващото съвършенство. Нет, давай, Дани, давай, за Да. деньги уже, раз начали. Дани, Не? вече обявихме парите, за които ще казваш 6 съвършенства. Давай. Я тебе подскажу, давай. Давай, ще ти подскаже, Ира. Дальше совершенство про хранение обетов, про не убивать, не воровать. По-нататък е съвършенството за опазването на обетите, да не крадеш, да не убиваш. Да опазваш живота. Защита жизни. В том числе, да, это защита жизни, совершенство нравственности. Това е съвършенството на нравствеността. Этический образ жизни. Етически начин на живот. И следующее совершенство это когда Дани приходит домой. И следващото съвършенство е когато Дани идва вкъщи И дочка все сделала, что Дани от нее хотела. и дъщеря е направила всичко, което Дани е искала от нея. Кроме какого-нибудь пункта, который был очень важен. Без някаква точка, която е била много важна. И Дани такая, ага, а я злиться все равно не буду. И Дани е такава, ого, аз все едно няма да се ядосам. И это к чему относится? И това към кое се отнася? Спомням си откъде идва всичко и замръзвам. Я вспоминаю, откуда все происходит, и Мгм. я застываю. Да, это совершенство терпения. Това е съвършенство на търпението. Супер. Не злиться, когда пришло время злиться. Да не се ядосваш, когато е дошло време да се ядосваш. И это в целом очень длинная история. И всъщност това е дълга история. В ACI 11 очень подробно полкурса об этом. ACI 11 е много подробно в това отношение разгледано. Тая тема, почти половината курс. Дальше, четвертое совершенство. По-нататък, четвъртото съвършенство. Дани делает хорошие дела. Дани прави хубави постъпки. И потом при этом еще и радуется. И при това също се и радва. И это четвертое совершенство. И това е четвъртото съвършенство. Какое? Радостное усердие. Отлично. Радостно усилие. Да, радоваться, когда ты делаешь хорошие, классные вещи. Това значи да се радвате, когато правите хубави неща. Последние два совершенства. И последните две съвършенства. Пятое – это совершенство концентрации. Петото, това е съвършенството на концентрацията. И шестое, шестая активность бодхисаттвы И шестата активност на бодхисаттва, – это совершенство мудрости. това е съвършенството на мъдростта. Поэтому здесь, когда мы говорим последние два совершенства, И затова тук, когато ние говорим за последните две съвършенства, мы имеем в виду какие? ние имаме предвид какво? Концентрация и мудрость, совершенно верно. То есть сначала все Концентрация и 6 мудрость. рассматриваются, и потом еще два более пристально, можно сказать. И ние имаме предвид тези 6 отначало и след това по-детайлно последните два. Мгм. И это касалось действий бодхисаттвы, которые открыты. И това се отнасяше за действията на бодхисаттвите, които са открити, видими. И выглядит так, что у нас переменка, да, Максим? Или мы добавим еще блок контента и после этого сделаем переменку? И изглежда така, че има почивка или сега още един блок контент. Мы ще удивительным добавим. образом опережаем график. Ние по някакъв чудесен начин избързваме от графика. Я подумал, может быть, сейчас сделаем ответы на вопросы, а потом перерыв. Аз си помислих, че може би сега ще направим отговор на въпроса след това. Есть ли у кого-то вопросы? Почивка. Личные? Личные. Има ли някои въпроси? Личные это по отношения,
Что делать с миллионом долларов, которые я получил благодаря Личният 4 вас шагам? с отношенията, какво да направя с $100 милиона, който аз получих, По ACI курсам? или по ACI курса? Или другие вопросы? 3. Личные, ACI курсы, другие. Лични въпроси, по ACI курсовете въпроси или други въпроси. Есть ли у кого-то вопросы? Има ли някои въпроси? Есть? Можно только руку поднять, чтобы вам микрофон дали? Само дигате ръка, за да видят Павлина есть микрофона. вопрос. Павлина има въпрос. Аз имам за страданието. У меня въпрос о страдании. Да. Аз взех да страдам, като чух, че трябва да страдам. Я начинала страдать, когда я услышала, что мне нужно страдать. Мгм. Защото аз ясно съзнавам, че всичко ще свърши, ама това не трябва да ми носи страдание. И тук имам голяма съпротива. Я осознаю, что все закончится, но это не должно приносить мне страдания. И здесь у меня появляется сопротивление большое. Защото трябва да страдам. Почему я должна страдать? Мгм. Спасибо. То есть вопрос Павлины такой. Я перефразирую. Аз ще перефразирам въпрос на Павлина. У меня было все в порядке в жизни. У мен всичко беше нормално в Дальше вы живота. мне сказали, что должно быть 3 вида страдания. След това вие ми казахте, че трябва Почему да я има должна страдать? 3 вида страдания и защо аз трябва да страдам? Спасибо за вопрос. И благодаря за въпроса. Дело в том, что мы страдаем независимо от того, знаем мы об этом или нет. Работата е там, че ние страдаме, без значение дали ние знаем за това или не знаем. То есть понимание того, что мы страдаем, не приводит к тому, что мы как бы начинаем, не знаю, больше страдать. Разбирането за това, че ние страдаме, не създава повече страдания. Но понимание того, что вот эти пункты, которые мы перечислили, что мы потеряем то, что мы любим. Но разбирането за това, че тези точки, които ние изредихме, че ние ще загубим това, което обичаме. Что даже если мы себя сегодня хорошо чувствуем, это не значит, что мы будем хорошо чувствовать себя завтра. За това, че даже ако днес се чувстваме добре, това не означава, че утре ще се чувстваме добре. Обсуждение этого. Да го обсъждаме това нещо. Понимание этого. Да разбираме това. Оно призвано привести нас к действию. То е призвано да ни подбутне към действие. От бездействия относительно этого к действию. От относително бездействие по отношение на тази тема към действие. К тому, чтобы мы, во-первых, вообще начали задумываться о том, что какие у нас перспективы в этой жизни, если мы ничего не будем менять. За това, като начало, ние да почнем да се замислиме какви перспективи имаме в този живот, ако ние нищо не почнем да изменяме. И да, это правда, что это может как-то, особенно в начале, звучать депрессивно, грустно. И да, истина е, че особено в началото това може да ви прозвучи депресивно и тъжно. Потому что этого не хочется, это неприятно знать и осознавать. Защото не ни се иска, не е приятно това да го знаем и да го осъзнаваме. И, как правило, в нашей культуре, наверное, мы избегаем таких разговоров. И като правило в нашата култура ние избягваме такива разговори. Моя мама всегда оберегала меня от того, чтобы там идти лишний раз на кладбище или на какие-то похороны. Майка ми винаги ме предпазваше от това да отида допълнителен път на гробището или на някакво погребение. И взять и взглянуть на то, что нас ждет впереди. И да вземем и да погледнем това, което ни очаква напред. Это правда требует мужества и силы. Това наистина изисква мъжество и сила. И да, это может вначале пугать. И да, в началото това може да ви плаши. Но нам важно развить это понимание. Но за нас е важно да развием това разбиране. Нам важно посмотреть этому факту в лицо. Ние трябва да погледнем в лицето този факт.
чтобы мы начали что-то с этим делать дальше. За да можем ние да започнем да правим нещо с това по-нататък. Чтобы мы пришли в формат какого-то действия. За да дойдем до формат на действие, на някакво действие. Это правда, что бессмысленно просто сидеть и печалиться по этому поводу. Разбира се, абсолютно не е нужно и е безсмислено да седите и просто да се жалите по този повод. Потому что когда мы печалимся и расстраиваемся, это не помогает нам никак. Защото когато ние сме тъжни или се безпокоим, това никак не ни помага. Но когда вы переварите этот факт, Но когато вие успеете да смелите, да храносмелите, когда вы поймете, този факт, не, я так не хочу вообще-то, когато вие решите, не, аз не искам така, я выбираю что-то с этим делать, аз избирам да направя нещо с това, это станет топливом, това ще стане като бензин, на котором вы сможете поехать дальше. който ще ви позволи да се движите по-нататък. Не знаю, помогло ли это как-то. Не знам дали това по някакъв начин помага. Может быть, Максим, хочешь что-то добавить? Я еще добавлю, Павлин. Я ще добавя. Подумайте, почему вы сюда пришли. Помислете, защо сте дошли тук. И это не нужно вам отвечать сейчас. Не е нужно сега да отговаряте. Просто после этого мероприятия будете ехать домой. Просто когато след това мероприятие тръгнете към И къщи, подумайте, что вас сюда привело. помислете какво ви е довело тук. Есть много. Есть много вариантов, как провести субботу, воскресенье, выходные. Има много варианти как да прекарате събота, неделя, въобще уикенда. Вы пришли сюда. А вие сте дошли тук. И я могу вам сказать, почему вы сюда пришли. И аз мога да ви кажа защо сте дошли тук. Но вам все равно нужно об этом подумать. Но вие все пак трябва да помислите за това. Ты хочешь ввести меня в страдание? Пожалуйста, скажи, если ты этого знаешь. Я вам предлагаю, правда, об этом подумать, но я вам дам намек. Аз ви предлагам вие да помислите за това, но аз ще ви намекна. Если бы вы считали, что с этой жизнью все в порядке, Ако вие мислите, че в този живот всичко е наред, все работает отлично, всичко работи отлично, не нужно ничего менять, нищо не трябва да сменяте, вы бы сюда не пришли. вие нямаше да дойдете тук. И я так не думаю. Подумайте об этом. Потом сказала, Считается, что люди, которые приходят изучать не только ICI, вообще любую духовную систему, любую. Счита се, че хората, които идват да изучават не само ICI, но каквато и да е духовна система, они чувствуют в глубине своего сердца, что с этой жизнью что-то не так. те дълбоко в сърцето си чувстват, че с този живот не всичко е наред. И для меня то, что в ACI говорится про эти 3 страдания, И за мен това, че ACI говори за тези 3 страдания, их ведь никто не придумал. не ги е измислил тях. Это ведь не так, что у нас в жизни не было проблем, а вот тут на ACI рассказали, и они начались, эти проблемы. Това не е така, че ние нямахме никакви проблеми в живота си, а тук дойдохме на ACI и ни разказаха, че имаме проблеми. Это не так, что на фотографиях моя мама, Това не е така, че на фотографията е моята майка. мне Google фотографии, я пользуюсь Google фотографиями, Аз използвам Google фотографии они мне показывают в этот день 10 лет назад. и на мен ми показват на този ден преди 10 години. И я вижу, моя мама, она постарела, за 10 лет она И постарела. аз виждам моята майка, тя за 10 години е устаряла. И это не ACI заставил мою маму постареть. И на ACI е накарал моята майка да устарее. Но в этих курсах просто об этом сказали честно. Но в тези курсове просто честно говорят за това. Это правда, все люди стареют и умирают. И това е истина, че всички хора стареят и умираят. Да, и послушайте, это последнее, что я скажу на этот вопрос. И слушайте, това е последното, което ще кажа. И самое по този главное, об въпрос. этом надо подумать. Эта мысль про страдания, она не формируется за один день. Об этом надо думать какое-то время. И у всех этот процесс одинаково происходит, плюс-минус. Можете Маринеллу, Драго спросить, Румяну. И това не е така, че изведнъж става това осъзнаване. В всеки човек това изисква време. Този процес протича за някакво време. Можете да попитате Маринела, Румяна, Драга. Да,
Но знаете что? Мы бы об этом с Ирой не рассказывали, если бы не было выхода. Но знаете ли какво? Ние нямаше да ви разказваме, аз и Ира, ако нямаше изход от това. Если бы не было выхода, Ако нямаше изход от тази мы бы ситуация, пришли сюда с бутылками. Как у вас называется местный алкоголь? Мы бы пришли сюда с бутылками ракии. ако нямаше изход, ние щяхме да дойдем тук с бутилки ракия, Всем по чуть-чуть бы налили по-малко щяхме да налеем на и всички говорили, жизнь это страдание. и щяхме да казваме, живот е страдание, Но мы так не делаем. но ние така не правим. Если вы посмотрите на Иру, мы достаточно счастливые люди. У нас бывают тяжелые дни, но мы достаточно счастливые люди. Ако реално погледнете, ние с Ира сме достатъчно щастливи хора. Да, има някакви проблеми, тежки дни, но ние сме достатъчно И щастливи это хора. потому, что вместе с изучением того, что наша жизнь состоит из страданий, что не придумал Исай, курсы это не придумали, просто они честно об этом говорят. И това е защото след като започнете да изучавате това, че нашият живот е страдание, това не е нещо, което ACI е измислил. Това реално е така. Они предлагают выход. Те, ACI, предлагат изход. Но чтобы этим воспользоваться путем на выход отсюда, Но за да се възползвате от пътя към изхода, вам нужно хотеть по нему пройти, иначе зачем? А, Зачем вы пойдете по этому пути? вие трябва да искате да тръгнете по него. Иначе за какво да говорим за И това? это требует какого-то времени об этом подумать. И това изисква определено време, в което вие мислите за И я об това. этом много думал, много лет. И аз мислих за това много години. И это не делает меня несчастным. И това не ме прави нещастен. Я думаю, что я гораздо более счастливый, чем те люди, которые сталкиваются с этими же проблемами, но они не знают, что с ними делать. И аз мисля, че съм много по-щастлив от тези, които се сблъскват с тия проблеми, но те не знаят какво да правят в този Потому что момент. я знаю и я делаю. Защото аз знам и аз правя. И этим мы и делимся. И ето именно това споделяме с вас. Спасибо. Благодаря. Маринала добавить что-то хочет? Есть вопрос онлайнера. Могу его зачитать или нет? Сейчас. Я хочу добавить еще по прошлому очень маленькую, коротенькую часть, что мы не пытаемся здесь там, запугать или чтобы вы ушли в депрессивном состоянии домой. Аз искам да добавя, че ние тук не се опитваме да ви наплашим или да си отидете в депресия вкъщи. Если вдруг так произошло, значит, наверное, мы где-то нашу работу сделали не очень хорошо. Ако изведнъж внезапно се случи така, значи ние нашата работа не сме направили достатъчно добре. Мы хотим, чтобы вы ушли после этого курса с размышлениями определенными. Ние искаме вие да си отидете от този курс с определени размишления, Возможно, с какими-то инсайтами, може би с някакви инсайти, но в том состоянии, когда вы хотите что-то делать. но в това състояние, когато вие искате нещо да направите. Может быть, еще не делаете, но хотя бы хотите. Може би нещо още не правите, но поне искате. И если вдруг это не так, по тем или иным причинам, И ако изведнъж не става така, по Если каквато вы- и да е причина, если вы чувствуете, что, блин, как-то все плохо, жизнь боль, что теперь делать, все ужасно, ако вие чувствате, че всичко е много лошо, живота е просто болка, всичко е ужасно, какво да правя, и вы не видите, что делать после этого, и вие не виждате какво да правите, тогда След или това? скажите нам, или напишите нам. тогава разкажете ни или ни напишете. Наша задача не задепрессировать вас. Нашата задача не е да ви вкараме в депресия, Наша задача вам помочь. нашата задача е да ви помогнем. Все, точка. Точка. Спасибо. Спасибо за честный вопрос. Благодаря за честния въпрос. Маринала хочет вопросы из онлайна прочитать. Маринела иска да прочете онлайн. Олеся спрашивает. Интересно, есть какое-то более подходящее время для дня для йоги? И если связь, например, сначала медитация, а потом йога? Олеся пита, има ли някакво време в денонощието, което е по-подходящо за йога? И има ли връзка в началото медитация, а след това йога да правим? Спасибо, Олеся. Благодаря на Олеся. Это бальзам для моих ушей. Това е балсам за моите уши. Мало того, что Олеся хочет медитировать, Не стига, че Олеся иска да медитира. еще и йогу. Боже, Олеся,
Още иска да прави йога. Боже, Леся. Реально, Страшно. спасибо за пример. Благодаря за примера, наистина. Я супер счастлива, что вы хотите и то, и другое делать. И аз съм супер щастлива, че вие искате да правите и това, и другото. Относительно периода дня, В съответствие с периода през деня, я не встречала, если честно, каких-то инструкций, когда именно делать йогу. аз не съм срещала инструкции, кога именно трябва да правите йога. Относительно того, что первым йога или медитация, Що се отнася до това, първо йога или първо медитация? мне кажется, в нашей традиции обычно сначала делается медитация, сначала йога. Ну, мне кажется, было, я встречала, что вроде бы сначала медитация, а потом йога. Ну ладно, если Максим говорит, что не было, тогда не будем. Макс казва, че не, но в нашата традиция първо се прави медитация, после йога. Вы можете попробовать, как вам удобнее. И вие можете да проверите, да пробвате как на вас е удобно. Точно так же, как со временем, когда медитировать, там, утром или вечером. По същия начин, що се отнася до времето, кога да медитирате, сутрин или вечер. Для разных людей это может быть разное время. За различните хора това може да бъде различно време. Точно так же с йогой и с медитацией. По същия начин с йогата и медитацията. Для кого-то удобнее сначала сделать йогу, потом медитацию, для кого-то наоборот. За някого е удобно отначало да направи йога, после медитация, за другите обратно. Попробуйте и потом нам расскажете. Опитайте и ще ни разкажете. Спасибо. У Павлины еще вопрос. Аз Благодаря. нямам въпрос, мога да споделя опит. У меня нету въпросов, а я хочу поделиться опытом. Защото тогава, когато първо правя медитация и след това йога, Потому что когда я сначала делаю медитацию, а потом йогу, тогава ми се получават много лесно равновесните пози. тогда Като у меня дърво, получаются равновесные асаны очень легко, примерно. Да, дърво, войн 3. Когато не съм правила йога, Примерно залитам. дерево или воин 3. Когда я не делала медитация, когато... медитацию в начале, тогда у меня нету равновесия. Може би тук това ме клати Может и не быть, мога да правя равновесие. может быть, вот это вот делает меня неравновесной, и я не могу делать вот эти позы. Класс, спасибо, что поделились. Супер, благодаря ви, че споделихте. Спасибо. Есть еще у кого-то вопросы? Има ли още някои въпроси? Нету? Хорошо. Спасибо. Онлайн тоже нет. Добре. 10 минут перерыв. 10 минути почивка. И- Да, это был последний перерыв. Разбрах, че се появиха нови въпроси. Хорошо. Добре. У тебя, Дани, вопрос? Дани има въпрос. Аз искам да попитам относно подреждането на олтара. Я хочу спросить относительно как оформить свой алтарь. Понеже това лично мен ме вдъхновява, за да практикувам медитация. Потому что это вдохновляет меня практиковать медитации. Всички малки чашки, подношения, които подреждаме, Все маленькие чашечки, которые мы, водичката, мы поставили на алтарь, водичку. какво после трябва да ги правим? Трябва ли да се сменя водата? На какво време? През какъв интервал от време трябва да се подменят подаръците там? Подношения-то. Подношения, когда мы нужно поменять, когда нужно сменить водичку. Вопрос, как часто благовония. менять подношения на алтаре? Да. Хорошо, спасибо. Короткий ответ. Спасибо за Кратък вопрос. отговор. Благодаря за въпроса. Рад, что такой вопрос возник. Значит, уже Даня экспериментирует с алтарем.
Това означава, че щом има такъв въпрос, Дани вече експериментира с ултара. Каждый вечер. Традиция каждый вечер делать. Всяка Обновление. вечер. То есть вечером мы сливаем эту воду из чаш, Вечерта ние изливаме тази чаша от водата от чашата. и это символизирует, что мы готовимся к тому, что если сегодня наш последний день, значит сегодня наш последний день. И ние се подготвяме към това. Ако днес е нашия последен ден, значи днес е последния ни ден. И на утро мы делаем новое подношение, И сутринта правим ново подношение, включая печеньки и другие вещи. включвайки бисквитки и други неща. Ира хочет что-то добавить? Ира иска да добави нещо. Я хочу сделать из короткого ответа длинный ответ. Искам да направя от краткият отговор дълъг. Ладно, шучу. Шегувам се. Если вдруг вас испугало то, что вы теперь обязаны каждый день менять воду, каждое утро заново составлять этот алтарь, Ако ви притеснява това, че всеки ден трябва да изливате водата, всяка сутрин да правите отново ултара, не переживайте. не се притеснявайте. Да, конечно, это очень хорошая идея так делать реально каждый день, Наистина това е прекрасна идея, това да се прави всеки ден, потому что мы хотим, чтобы у нас опрятный, чистый алтарь был, защото бихме искали да е подреден и чист ултара, а не там вода, которая уже 5-й день стоит, начинает так цвести. а не вода, която стои 5 дни. Это я себе говорю, у меня так бывает. Казвам от опит, че и при мен се случва. Но мне кажется, главное иметь опрятный алтарь. Аз мисля, че е добре да имаме подреден ултар. Но если у вас совсем нет времени, или вы не готовы сейчас каждое утро это делать, Но ако у вас липсва време и не сте готови всеки ден да го правите това, делайте по мере своих возможностей. правете го според вашите възможности. Не готовы делать из воды это, например, Ако това с водата не сте готови да направите, можно насыпать рисик. Или золото. може да сипете злато. Или ориз. рисик. Или ориз. Рисик можно схитрить и не менять каждое утро. Може да по този начин да изхитрите и да не го сменяте всяка сутрин. Это ваши подарки. Това са вашите подаръци. Вы делаете по мере своих возможностей подарки. Правете ги според вашите възможности. Вот. Я просто хотела, чтобы никто не испугался, что или так, или никак. И бих искала никой да не се изплаши да го прави така или въобще да не го прави. Можно с малого начинать постепенно. Може да започнеш с малко, постепенно. Мне нравится, как мы с Ирой отвечаем на вопросы. Отвечаю я, и потом Ира последнее слово за ней. Харесва ми това как първо аз отговарям и после Ира последното дума. 5 лет мы отметили. 5 години са това. Вообще мы хотели сказать, что мы думали, мы планировали, точнее, если вы хотите, мы можем провести отдельное занятие по алтарикам. Може, ако желаете, да направим отделно занятие за ултарите. Или можете Драгу попросить, она тоже может, я думаю, провести. А може и Драга да помолим. Супер. И также по 9 стадиям, да, мы говорили, не говорили, можем провести более детально по плакату вот этому, о котором мы говорили. И може по-детално да преминем през плаката стадиите на медитацията по-подробно. Или Драга. Нам с Драгой повезло. На вас ви е провървяло с Драга. Можно всегда форварднуть задачу на Драгу. Спасибо, Драга. Може По-български. да изпращаме задачите към Драга. Спасибо. Благодаря, Драга. Еще у кого-то был вопрос? Някой друг има ли Ты сказала, въпрос? Даня, у тебя... у Гергана. Я думаю, что как-то у Гергана нет вопросов. Да, Аз си как-то мисля, странно. какво става тук, няма въпроси. Нещо странно. Аз реших да замълча, но то отвътре да го напира. Я хотела замолчить, но внутри так приходит. Моя въпрос е личен. А мой въпрос личный. Да. Имам 2 деца У меня 2 и дети. срещам трудност сега с тяхното възпитание. И с възпитанием у меня есть сложность. Защото когато видя, че нещо не е както трябва, смятам, че това идва от мен. И как да действам, когато искам да ги възпитавам? И когда я вижу, я понимаю, что это из меня,
Но как мне нужно воспитывать их? Что мне нужно делать? Какво да правят? Да продължа ли с възпитанието или да сея семена, да са добре възпитани без мое участие? Дали можно ли и как нужно поступить? Мне нужно воспитывать их или я нужно сеять семена, чтобы увидеть их воспитанные уже? Спасибо. Я начну, а Ира закончит потом. Аз ще започна, Ира ще завърши. Послушай, Гергана, у тебя 2 детей. Гергана, ти имаш 2 деца. Еще мужа надо воспитывать, кстати. Трябва и съпруга си да възпитаваш. Когда узнаешь про эту систему семян, это какая-то все время внутренняя борьба. Когато научиш за системата на семената, в теб има една вътрешна борба. И это хорошо, это хорошо. Това е хубаво. Где мне надо поговорить с человеком, Трябва и да поговориш с човека, объяснить. да му обясниш. Надо убирать за собой игрушки. Трябва да си съберете след себе си Надо вовремя играчките. спать ложиться. Трябва да си легнете на време. Надо делиться. Трябва да споделяте. И И ты делаешь это 1 раз, го правиш това веднъж, потом 3 раза, 3 пъти, 10 раз, 10 пъти, 30 раз, 300 пъти, на 31 раз. на 301-я Терпение уже кончается. търпението се свършва. Да, и бывает, мы можем накричать на даже человека, которого мы любим, на детей или еще что-то. Може така да се случи, че да се разкрещим на хората, които И обичаме, на послушайте, децата. и это нормально, мы все живые люди. И това е нормално, ние сме живи хора. Я бы сказал, что самое главное Бих казал, че най-главното это продолжать помнить, что дети и муж, они происходят из нас. важното е да помним, че децата и съпруга ни идват от нас. Это не значит, что не надо заниматься их воспитанием. Това не означава, че не трябва да се занимаваме с Надо. възпитанието им. Надо. И я Трябва. очень рад, например, что мама меня, когда я был ребенком, у меня была строгая мама. И аз съм щастлив, че моята майка, когато бях дете, тя беше строга майка. Она не сказала, ну, по семенам вырастешь. Тя не е казала, ами ти по семената ще израстнеш. Если хорошие у тебя семена, станешь преподавателем и сяй. Ако си имаш добри семена, ще станеш Плохие преподавател. семена, станешь наркоманом. Ако имаш лоши семена, ще станеш наркоман. Она меня любила, и она прилагала усилия, чтобы я вырос хорошим человеком. И тя ме обичаше и прилагаше усилия да стана добър човек. И я за это очень благодарен. И за това съм и много Потому что благодарен. мои друзья некоторые стали наркоманами. Защото някои приятели станаха У наркомани. меня есть друзья, я думаю, уже в живых некоторых. Дори има приятели, които вече не са сред живите. Но этот баланс, Но този баланс, да, мы занимаемся воспитанием детей. ние се занимаваме с възпитанието на децата. Стараемся на них кричать меньше, Стараем се да крещим потому что по-малко, это не особо помогает на самом деле. защото това всъщност не ни помага много. И мы сеем семена для того, чтобы у них были те качества, которые мы хотим. И сеем семена, за да имат тези качества, които бихме искали да видим в тях. И если ваш ребенок, я имею в виду, что и то, и другое надо делать. Это не или-или, и то, и другое. Сеем семена и воспитываем. Значи правим и това. Сеем семена и възпитаваме. То, почему воспитание приведет к тому, что дети будут хорошо себя вести, Това да видиш, че твоето възпитание води до това, че децата са добре възпитани, зависит от нас, зависи от нас. так же, как и работа. И самата работа. Будет работа приносить деньги или нет? Когато работим, ще ни носи ли това пари или не? Зависит от того, есть у нас семена или нету. Зависи от това, имаме ли семена или не. Но это не значит, что надо бросать работу. Но това не означава, че трябва да захвърлим работата. Все еще у нас такие семена, что обычно работа приносит деньги.
все още ние имаме такива семена, че обичайната работа носи Все пари. еще мы живем в таком мире, где детей нужно воспитывать, чтобы они выросли хорошими людьми. Ние живеем в такъв свят все още, в който децата трябва да бъдат възпитавани, за да пораснат такива, каквито искаме. И сеять семена. И сейте Чтобы семена. они действительно хорошими людьми выросли. И за да можете наистина да пораснат добри хора. И за Ирой последнее слово. И Ира сега ще каже. Да. Да. Спасибо. Еще у кого-то вопросы? Благодаря за въпроса. От Свети вопрос. Въпрос от Свети. Онлайн. Хорошо. Ира прочитай. Има въпроси от онлайнерите. Сейчас Есть все будет. въпроси. Так. Оксана спрашивает. Оксана пита. Да, мы начнем с Оксаны. В медитации должен быть один и тот же учитель, там, где 7 ингредиентов и золотая комната. Един и същи ли учител трябва да има в медитацията, там където са 7-те ингредиента? Как вам нравится? Может один, могут разные. Веднага е отговора. Може да Хороший има един, въпрос. може и различни. Хубав въпрос. Второй вопрос от Оксаны. Ну, сейчас Оксану закончим на украинском, а потом. Можно ли делиться фрагментами урока с остальными студентами, которые не проходили ACI 3, но в теме семян? Може ли да споделяме части от уроците с други студенти, които не са присъствали на тези уроци, но са запознати с семената? Что по-болгарски? Значит, да, делитесь, пожалуйста. Да. Да. Делете се. Моля. То есть все-таки Кира, надо что ты хочешь добавить, кстати, по этим не вопросам? вот так качать головой, а вот так? Так. Ага, вот так, да. Хорошо. Что? Хочешь добавить что-то по этим вопросам? Ты ничего не добавила. Я согласна. И последний вопрос. Онлайн. От Реси. Последен въпрос. Я слышала, Максим Чух Максим Принимает наркотики. И с другими женщинами я его видела. Что, Ира, ты об этом думаешь? принимает наркотики. Я увидела приема наркотици, видях го с други жени. Какво ще каже Ира? Я слышала, что Максим по средам Разбрах, че в сряда Максим проводит день круга организира ден на кръга. или однодневный ретрит. Самият той организира, прави денят на кръга. Максим, наконец-то, честно признайся, что ты там делаешь за закрытой дверью в этот день? Признай си, Максим, какво правиш ти при затворена врата, Кроме наркотиков. освен наркотиците? Как вопрос звучит? Ну так и звучит почти. Что делаете в этот день, да? Как изглежда това? Я просыпаюсь утром, Събуждам се сутринта, делаю медитацию, как обычно. както обикновено правя медитация. В этот день я молчу, В този ден аз мълча. и я обычно сижу в комнате, никуда не хожу особо. Аз си стоя в стаята, никъде не излизам И обикновено. обычно в этот день я учу ECI-курсы. И обикновено изучавам ACI курсове. Делаю домашнюю работу. Правя домашни работи. Да, медитирую, делаю домашнюю работу по ECI-курсу, йогу делаю. Медитирам, правя домашни по ACI курсове, медитирам, йога правя. В последнее время еще переводами я могу заниматься. Это такое дарма хобби. В последно време правя преводи, дарма хоби. Да, и для меня задача в этот день, во-первых, уделить время учебе. На първо място да отделя време
за учене в този ден. Во-вторых, уделить время своей практике, медитировать столько, сколько я захочу, а не чуть-чуть, когда время есть. Да отделя време да медитирам толкова, колкото искам, а не съвсем малко. Да, и в-третьих, если честно, мне помогает отдохнуть это от работы в том числе. Също ме вдъхновява, в това число помага ми да отпочина от работата си. Да, поэтому понедельник, вторник я работаю, в среду ретрит, четверг, пятница снова работаю. Понеделник, вторник работя, в сряда ретрит, четвъртък и петък също работя. Это то, как я сдал 18 курсов ACI. Това е начина, по който завърших 18-те ACI курса. Делаю этот день недельного круга с 2016 или 2017 года. Правя този ден на ретрит от 2016 година. И многие мои друзья тоже стали делать. И много приятели също започнаха да го правят. Со временем, в первую очередь, потому что они не успевали сдавать курс ACI. Най-напред за това, че не можеха да си завършат курсовете ACI. Поэтому, если это для вас приоритет сдавать курс ACI. И ако за вас е приоритет да завършите ACI курсовете, и у вас есть такая возможность сделать этот недельный круг, и ако имате възможност да правите седмичен кръг, я бы рекомендовал вам попробовать. Для меня это важная часть моей жизни. Препоръчвам ви го да го правите. Това е важна част от моя живот. Ира, что ты хочешь добавить о том, чем я занимаюсь в этот день? За закрытыми дверьми. Ира, ще добавиш ли нещо? Какво правя в този ден? Подтверждаю, так и есть. Да, я никакие соцсети, ничем не занимаюсь в этот день. С никакви социални сети не се занимавам. И молчу. И мълча. Даже со мной. Даже с Ира. Все? Хорошо. Вопросы закончились? Свършиха ли Все въпросите? ответили? Хорошо. Всичко отговорихме. Добре. Благодаря. Благодаря. Так, ну что, завершим с домашней работой. И така, да завършим с домашната работа. Вопрос номер 9. Въпрос номер 9. Какие 3 вида нравственности здесь упоминаются? Кои 3 вида нравственост се споменават? Знаете, я вам рассказывал, что я нервничал перед прошлым уроком. Аз ви споделих, че нервничах преди предходния урок. Стресс у меня был, что много очень материала за мало времени. Че имаше стрес, че е много голям материал за много кратко време. Одна из причин, почему я нервничал, и една от причините, поради която аз нервничах, у меня есть опасения, имам опасения, что вы не соотнесете то, что мы проходим, с тем текстом, который у вас есть, источник всех моих благ. Че няма да се отнесете това, което учим, с текста, който имате на източника на всички мои блага. Да, мне страшно, что вы не найдете вот эти фрагменты в тексте источник всех моих благ, которые мы здесь проходим, а мы его проходим, этот текст. Че няма да откриете тези фрагменти, които ние изучаваме в текста, източник на всички мои блага, а ние ги преминаваме. Поэтому, затова, чтобы я сегодня спал спокойно, за да мога да спя спокойно, пожалуйста, прочитайте мне вот этот стих, который относится к 3 видам нравственности. Прочетете ми този стих, който се отнася към 3 вида руки, нравствености. Пожалуйста. Дигнете ръка, моля. Я вам дам микрофон. Найдите его сначала. Намерете го. И потом прочитайте мне. И го прочетете. Текста, който се отнася към 3 вида нравствености. Дам подсказку, это не на первой странице. Ще ви дам подсказване. Не, мы уже завершаем занятие. Не е на първите страници, към края. Так, у меня сейчас начнется паническая атака. Започва паническа атака. Моля ви, открийте го. Благослови меня осознать все вещи, которые выглядят хорошие. Не. Не е това? Не. Нет. Дари ми.
Не е това. Чтобы становились об этой нравственности основами и Нет, практики. не Нет. этот. Другой стих. Гергана нашла? Нет, не Нет. оно. Не е това. Нет. И това не е. Благослови меня узнать с искренней уверенностью, что когда я буду на этот путь, Нет. и това не е. Сейчас точно начнется паническая атака у меня, я вам точно говорю. Започва паническа атака. Действайте бързо. Ну что? Прекратить. Нет. Даже самая маленькая. Нет. Нет. Жокер. Можно? Подсказка. Да, что там ясно? Что? Да, Благослови читай, меня. Таня. Благослови ме да виждам ясно, че само желанието не е достатъчно, защото ако не съм добре трениран в трите нравствености, не мога да стана Буда. Дари ми тогава неистова решителност да стана майстор на обетите, на децата, на победителя. Фу, спасибо, Даня. Спасибо тебе Благодаря, большое. Дани. Ира сейчас прочитает на русском. Ира сега ще прочете по-руски. Ну, я не помню, какой номер. Девятая на болгарский перевод. Вот. Прочитаешь? Благослови меня видеть ясно, что желание самого по себе недостаточно. Ибо если я не буду хорошо натренирована в 3 нравственностях, я не смогу стать Буддой. Даруй мне затем неистовую решимость стать мастером в обетах детей победителя. Ура! Можешь себя взять. Верно. Вот этот стих мы сейчас будем проходить. То есть мы уже в конце Ламрима практически этого. Вече сме в края на Ламрима. Този текст ние ще разгледаме. И вопрос. О каких 3 видах нравственности идет речь? И въпрос. За кои 3 вида нравственост става въпрос? Вот что это за 3 вида нравственности. Ето ги 3 вида, за които става въпрос. 3 вида Нравственность удержания себя от плохих поступков, от наркотиков, в частности. Да се удържаме от лошите постъпки, извършване на лоши неща. В основном не вредить другим, имеется в виду. В основата си това е да не вредим на другите. Второе. Нравственность накопления добрых дел. Нравственост на натрупване на добри дела. Третье. Нравственность работает для блага всех живых существ. Нравственост, която работи за благото на всички живи същества. Это как 2 предыдущих, но с мотивацией бодхичиты. Това е като предишните 2, но с мотивация на бодхичита. Хорошо, вот о каких 3 видах нравственности идет здесь речь. Ето за тези 3 вида нравственост става въпрос. Мне полегчало, если честно. Стало легче. Я нервничал, что вы не найдете, где это вообще в тексте говорится.
Бях нервен, че не може да намерите къде в текста пише за тях трите Однажды съвършенства. будет у нас побольше времени, мы все пройдем. Строчка за строчкой, все разберем. Стъпка по стъпка, Що имахте стихче в по виду? стихче ще се запознаем с всичко, за какво става въпрос. Так, кто хочет прочитать следующий стих? Кой иска да прочете следващия стих? Валя ничего не читала. Прочитаешь? Валя Тебе не дам е чела. микрофон. Даде ми възможност да намеря бързо път, на който покоят и озарението се обединяват. Едното успокоява ума ми от разсейване към неправилни обекти. Второто анализира съвършеното значение по правилния начин. Благодаря. Я прочитаю на русском. Макс ще прочете на руски. Даруй, чтобы я быстро обрела путь, на котором покой и озарение соединяются вместе. Одно успокаивает мой ум от отвлечения на неправильные объекты, второе анализирует совершенное значение правильным образом. Что за покой и озарение? За какво става въпрос покой и озарение? Вот следующий вопрос домашнего задания. Това Что е въпрос. имеется в виду? Това е въпрос от домашната работа. Какво се има предвид? Это последний вопрос домашнего задания или нет? Това е Последний. 10-ти въпрос, последен. Итак, И така. то, что называется покой, Това, което наричаме покой, шамата на санскрите, шамата на санскрит, можно повторить на удачу, шамата, повторете, шине по-тибетски. шине на тибетски. Есть определение у этого слова. Има определение за това, тази Сразу дума. скажу, ничего не понятно, Нищо не е разбираемо, звучит интересно, звучи интересно, здорово выучить наизусть. добре е да се научи наизуст. Оно будет повторяться еще в разных курсах. Ще се повтаря в някои от курсовете. Дайте определение вот этой шаматы. Дайте определение за шамата. Я думаю, часто этот вопрос могут за деньги вам предлагать ответить, Много често на този въпрос ще ви предлагат пари, за да отговорите, потому что обычно никто не знает. защото обикновено никой не знае. И если вы учитесь, это вложение в будущее. Ако вие Доход го в научите, будущем. ще бъде вложение Гергане в бъдещето. нравится такая идея, смотрю. На Гергана и се харесва тази идея. Вот определение шаматы. Ето и определението на шамата. Я прочитаю на русском. Аз ще прочита на руски, Румяна по-болгарски прочитаю. а Румяна на български. Шамата – это та однонаправленность сознания, которая исполнена исключительным блаженством, практикуемой легкости благодаря глубокой однонаправленной медитации на ее объекте. Шамата е онази еднонасоченост на съзнанието, която е изпълнена с изключително блаженство на практикуваната лекота, чрез дълбока еднонасочена медитация върху нейният обект. Кто помнит, какой это уровень из 9 медитаций? Кой е това ниво на медитация Так, 7, в 8, етапите? еще какой? Кой? Девятый. Девети Девятый. казва Это 9 уровень Цвети. медитации. Това е То деветото есть ниво. мы с вами узнали, что происходит на 9 уровне медитации. И ето ние току-що разбрахме какво става на деветото ниво на И как медитация. говорил Пабонка Ринпоче, И така казва Пабонка Ринпоче, все эти стадии медитации я не могу вам объяснить, потому что это вам будет непонятно, пока вы сами это не почувствуете. Пабонка Ринпоче казва, че аз не мога да ви ги обясна, защото вие няма да ги разберете, докато вие самите не ги преживеете. Вероятно, кто-то из его студентов сказал, я точно пойму, просто объясни, все мне будет понятно. И някой от студентите му е казал, аз всичко ще разбера, само обясни и всичко ще бъде ясно. Он говорит, да? И той казва, да. Ну вот смотри, что такое шамата? И ето виж какво е това шамата. Стало понятно. Стана ли ти вече, разбрали го? Нет, не стало. Мне до сих пор не очень понятно, я вам честно скажу. И до сега не ми е понятно. Но суть в том, да, что это определенное состояние ума, которое мы получаем в медитации благодаря однонаправленной
концентрацией. Това е определено състояние на съзнанието, което достигаме при еднонаправлена, еднонасочена медитация. Да, у меня тут даже написано 4 шага, что означает исключительное блаженство практикуемой легкости. И има 4 обяснения, 4 стъпки на това какво означава изключителното блаженство, Практикуемой легкости. практикувано с лекота. Интересно, что за 4 шага? Интересно ли кои са тези стъпки 4? Первое. Първата. Ваш ум сконцентрирован, Вашият ум е концентриран. поэтому второе. Ветры успокаиваются, внутренние ветры. Вътрешните ветрове се успокояват. 2. Третье. Тело чувствует блаженство. Тялото чувства блаженство. Если вы не знаете, как оно ощущается, Ако не, медитируйте дальше. ако не знаете как се усеща, продължавайте да медитирате. И четвертое, это становится причиной И четвърто, това е причина того, что ментально мы тоже становимся счастливыми. за това и ментално да станем щастливи. Когда вы медитируете на ламрим, вы можете делать медитацию список, все шаги пройти, выучить, может быть. Когато медитирате върху ламрим, може да преминете през всички стъпки, да ги научите. Затем вы можете выбрать один пункт, Може след това да изберете един пункт, на нем сосредоточиться, да се фокусирате и на это него будет однонаправленная медитация. и ще бъде фокусирана Вы медитация. можете подумать о каком-то пункте, Може да помислите за някой от пунктовете, например, вот про эти 3 вида страдания. например, за 3 вида страдания. Почему у меня начинается депрессия, когда я о них думаю? Защо, Мне же хотят помочь, но получается наоборот. защо аз получавам депресия, когато мисля за това? Это аналитическая медитация будет. Това ще е аналитическа медитация. Поэтому ламрим является все 3 вида медитации могут быть ламрим. Затова в ламрим можете да използвате всичките 3 вида медитация. Что еще там было, кроме покоя? Освен Озарение. покой, какво беше друго? Озарение. Да, на санскрите называется випашьяна. На санскрит се нарича випашана. Випашьяна. По-тибетски хлактонг. На тибетски хлактоп. Хлактонг. Тонг. Да, хлактонг. Хлактонг. Супер. Итак, я вам прочитаю определение випашьяны. Аз ще ви прочета определението за випашана. Тоже хорошо выучить. Они очень похожи. Те са много близки, добре е да ги научите. Я думаю, что вам окупится. Знам, че ще се получи. Я помню, когда я познакомился с Питером Мёртном Помня, когато се запознах с Питър в Мьортъл 2016 году. 2016 Он година. потом в 2017 спрашивал этот вопрос, много раз на самом деле спрашивал, дайте определение шаматы и випашьяны. И 2016 година той много пъти задаваше този въпрос. Дайте определение на випашана И я такой, и шамата. я могу. И Макс така. Аз мога. Это то, как я стал руководителем АКМ, я думаю. Ето така станах ръководител на АКМ. Така мисля. Самый, как по-болгарски есть слово, душный. Самый? Душный. Душный — это когда зануда, знаете, кто занудно. Зануда — это тот, кто, не знаю. Не. Маринелла есть? Напротив. Напротив. Досаден. В смисъл прекалено Кто изпълнителен. умничает така. много? Кто? Умниче, много учи. Много е умен. Досаден. Как переводите вы? Очень усердный человек, очень досадный. Так? Ну, вы, в общем, поняли, на болгарском вы поняли. Хорошо. Вот. Я такой человек иногда. Аз съм такъв човек. Обычно это мне в минус. Обикновено за мен това е минус. Никто меня не любит.
за Никой не эти ме качества. харесва за тези качества. Но иногда можно на уроке поднять руку и процитировать какое-то определение. Но пък на урока мога да вдигна ръка и да цитирам определението. И это как бы учителям такое нравится обычно. А на учителите такива хора им харесват. Кто обикновено. учит определение наизусть из студентов? Който учи определенията. Мы българи правили смислом. Это Супер, супер. Итак, определение випашьяны. определение за випашана. Нету? Это было про 9 про шамату. Випашьяна. Я прочитаю Випашани. по-русски, Випашьяна. и Румяна прочитает на болгарском. По-болгарски. По-български. Випашьяна – та мудрость, которая исполнена исключительным блаженством, практикуемой легкости путем силы анализа ее объекта и которая основывается на покое, на шамате, то есть. Випашана е тази мъдрост, която е изпълнена с изключително блаженство на практикуваната лекота, чрез силата на анализа на нейният обект и която се основава на покоя, шамата. Что, Гергана? Опять будет большое изучение. Да. Но если вы выучили одно, то второе легко будет. Они почти одинаковые. Что повторить? Повторить определение снова. По-болгарски? По-български. Повтори. Випашана е тази мъдрост. Такой микрофон. Випашана е тази мъдрост, която е изпълнена с изключително блаженство на практикуваната лекота, чрез силата на анализа на нейният обект и която се основава на покоя, шамата. Хорошо. Добре. Добре. В общем, шамата на 9 уровне медитации. Шамата на 9-то ниво на медитация. Она не обязательно вы увидите пустоту напрямую сразу. Това не означава, че ще видите веднага пустотата директно. Кто знает, потому что у вас есть концентрация. Вие имате концентрация. Но о чем вы думаете? Какой у вас объект? Но за какво мислите? Какъв е вашия обект? Как-то постоянно забываю, как называется. Банечка, например. Например, е баничка обекта. Да, вы не увидите пустоту напрямую, если будете про банечки думать. Ако мислите за баничката, няма как да видите пустотата директно. Вам нужен сильный объект. На вас ви трябва силен обект. Поэтому Затова випашьяна – это вот этот анализ объекта. и затова випашана е този анализ на обекта. И мы фокусируемся на зависимом происхождении, на то, что вещи происходят из нас. И ние се фокусираме на зависимият произход. Това, че нещата идват от нас. Да, и випашьяна всегда включает анализ пустоты объектов и их зависимое происхождение. И випашана включва и пустотата на обектите, и зависимият произход. Випашьяна включает анализ пустоты Випашана включва анализ на пустотата или зависимого происхождения. или зависимият произход. Шамата не включает. Шамата не включва това. Я не ожидаю, что будет понятно. Мне самому не очень понятно. Не очаквам да го разберете. За мен също не е Но вы съвсем будете разбираемо. слышать об этом очень много раз. Эта тема очень много раз повторяется в разных ICI-курсах. По този въпрос ще слушате още много пъти и много пъти се повтаря в ACI курсовете. Затем, когда вы дойдете до шаматы в своей медитации, И за това, когато стигнете до шамата в своята медитация, вы такие. вие така, Теперь все понятно. сега вече всичко е ясно. Это вопрос есть. Мне Надя. очень понравился этот вопрос. Это ли секретные доктора Нади. учения? Вопрос доктора. Вы смотрите источник всех моих благ? Шамата и випашана ли са секретните учения? Въпрос. И там написано.
Благослови меня, когда я изучу хорошо открытый путь, И там пише, благослови ме, когато изуча открития път и стану достойным сосудом, и стана достоен съсуд, вступить с большой легкостью на путь алмаза, да стъпя с лекота на пътя на диаманта. высших всех путей, Висшият от всички пътища, самая святая дверь для удачливых и най-святата врата за удачливите and the good, и добрых. и добрите. Где это в домашнем задании? Спрашивает доктор Надя. И къде е това в домашната работа, пита доктор Надя. А нету домашнего задания на этот вопрос? Но на този въпрос няма домашна работа. Потому что дальше в этом ламриме начинаются 2 или 3 стиха про секретное учение. Защото след този стих започват стихове за секретните учения. И мы их сегодня с вами не проходим. Остается секрет на следующий раз. И те остават тайна за следващия път. Няма да ги минаваме. Да. Чтобы на интересном месте закончить. За да завършим на интересно място. Итак, на этом это все вопросы домашнего задания. Това са всичките въпроси от домашната работа. Я очень надеюсь, что вы будете встречаться в группах совместного прохождения, обсуждать их. Надявам се да се срещате в групите за съвместно прохождане на курса, да Мой коментирате. личный опыт по всем 18 курсам, я участвовал в группах совместного прохождения. Моят опит е, че във всичките 18 курса, които съм преминал, аз участвах в тези групи. И затем, спустя время, я был куратором группы совместного прохождения по всем 18 курсам. И след това бях куратор в преминаването на 8-те курса. Сейчас я их преподаю. Сега преподавам. И это и есть путь, который подразумевается, вы пройдете, если вы серьезно настроены. И това е път, който се предполага, че вие също ще извървите. Будьте хорошим студентом сначала. Бъдете първо добри студенти. Хорошо пройдите эти курсы, обсудите с друзьями каждый урок. Преминете тези курсове, обсъждайте ги с приятелите, всеки един урок. Потом будет новый цикл ACI в Болгарии или еще где-то. Помогите этим ребятам как куратор группы совместного прохождения. И след това ще има преминаване на тези курсове и на някакво друго място. Помогнете на тези хора вече като куратор. И затем преподавайте эти курсы, пожалуйста. И след това, моля, преподавайте тези курсове. Это вот карьерная лестница Маринела, которая прошла, Драга, Румяна. Това е кариерната стълба, през която преминаха Маринела, Румяна, Драга. И становятся потом понятнее эти курсы, я вам честно скажу. И тогава тези курсове стават много по-ясни. Неизбежно. Неизбежно. Поэтому я слышал, в мае в Болгарии будет ACI 4. И чух, че през май ще има ACI 4 в България. Мы с Ирой тоже будем проводить ACI 4, на этот раз в Вене, скорее всего. Ние също ще преминем ACI 4, но този път в Виена по-скоро. На ACI 4 мы будем проходить, существуют прошлые жизни или не существуют, почему. На ACI 4 ние ще разглеждаме съществува ли миналия живот или не. И я вам предлагаю закончить, пройти 3-й курс перед 4-м. И аз ви предлагам да завършите 3-ти курс преди 4-ти. И без долгов, без хвостов к новому курсу приступить. И без дългове, без опашки да пристъпите към следващия нов курс. Напомните, о чем там курс у нас этот? Какая главная его идея? Напомнете ми за какво става въпрос този курс, коя е главната идея? Чтобы иметь счастливый и спокойный ум, за да имаме щастлив и спокоен ум, нам нужно тренировать его с помощью медитации. Нужно е да го тренираме с помощта на медитацията. Поэтому лично мой главный результат, которого я ожидаю от вас по итогам этого курса,
И за това за мен най-важният резултат, който очаквам в края на този курс, Что вы начнете медитировать 10 минут в день, каждый день. че вие ще започнете да медитирате по 10 минути всеки ден. Мне не надо больше, 10 минут в день. Не ми е нужно повече, 10 минути на ден. Достаточно. Достатъчно. Каждую неделю 1 минуту добавлять? И всяка седмица да добавите по 1 минута. И все, через год вы будете медитировать 1 час в день. И след година вие ще медитирате по 1 час на ден. Это для Макса. По 10 минут медитации в день. А для тебя сколько? Това е за Макс. По 10 минути казва Ира на ден. Я хотел курс завершить, видите? Ето, аз исках. Ето, виждате, исках да завърша курса. А Ире будет приятно, если вы завершите курс. А за Ира ще бъде приятно, ако вие завършите курса. Сделайте домашки, Направите си домашните, контрошки контролните и получите сертификат. и получите сертификат. Давай теперь спросим тогда Румяну тоже. Румяна, а для тебя что? Для меня, чтобы все люди, которые уже здесь, они присутствовали на группе прохождения совместные, чтобы узнать все ответы и домашки, написать домашки, контрошки, и вместе будем завершать и получать сертификаты. Супер. Все. Супер. И по-български. Бих искала всички присъстващи тук да заедно да се срещаме в групите за преминаване през курса, да си напишем домашните, контролните и да си получим сертификатите накрая. Отлично. А для Драги что? Есть у тебя, Драга, что добавить? А для меня, пожалуйста, приходите на клуб медитации, который стартует на следующей неделе после окончания вот этого курса. На клубе медитации вы получите много вкусненького. Будет онлайн, будет и вживую. Заповядайте в клуба по медитация. Следващата седмица, след като приключим курса, ще има много. Ще започнем тогава и ще има много интересни, вкусни, в смисъл интересни неща. И Маринеллу мы тоже уж спросим, что для Маринеллы. Сега ще помолим и Маринела да каже. Ами, ако имам последната дума. Если у меня есть последное слово. Я беру всех. Ще взема всички. Приумножавам ги на степен. Я приумножаю их. Тоест, медитировать, сдавать все и без хвостов на ACI-4. Все. Да медитирате, да преминавате курса и накрая без опашки и да сте готови за ACI-4. Благодаря. Благодаря. Спасибо большое, Драге, за организацию этого мероприятия. Благодаря много на Драга за организацията Мы на очень това рады были с събитие. Ирой приехать. Надяваме се, че с Ира ще дойдем отново. Спасибо большое переводчикам нашим. Благодаря на преводачите. Румяне, Маринелле, Драге. Румяна, Маринела, Лена Драга. чуть-чуть переводила. Лена също превеждаше. Спасибо нашему техническому столу поддержки. Благодаря на техническата служба по поддръжка. Дмитрий, Цвети, Маринела. Димитър, Цвети, Маринела. Спасибо вам, дорогие участники. Благодаря ви, скъпи участници. Спасибо всем волонтерам, кто помогал организовывать это мероприятие. Благодаря на всички доброволци, които съдействаха да се Спасибо организират. участникам онлайн и вживую. Благодаря и на участниците онлайн. Спасибо. Благодаря ви.